Дом хлеба. У вас сегодня в гостях славянская миссионерская библейская школа. И здесь перед вами нас 74 человека. Это студенты миссионерской школы, которые учатся в данный момент. Эти люди, они приезжают туда для учебы из разных городов, из разных штатов, из разных церквей. За всю историю приблизительно где-то 25 разных штатов учились в школе. Были люди из Аляски, сейчас есть студенты из Канады, из России. И это все представители разных церквей славянских. Возможно, где-то 60 разных церквей, которые учатся в данный момент. Как видите, здесь есть большое разнообразие. Это большая молодежная христианская сборная. И сегодня мы имеем такую привилегию здесь у вас служить. И мы хотим немножко вкратце рассказать о том, что переживают студенты во время учебы. Когда они приезжают для обучения, первое скажу, что это самая длинная стационарная школа среди славян в Америке. Она длится почти полгода. С января месяца по июнь. Каждый год новый набор. С января по июнь. Каждую неделю к ним приезжает новый учитель. Новая неделя, новый предмет, новый преподаватель. Это делает программу очень разнообразной. Также помимо теории у них есть очень много практических мероприятий после школы. Программа очень интенсивная, и в основном они всегда заняты. Это тоже сделано умышленно, потому что мы понимаем и верим, что это полезно, важно держать молодых людей занятыми правильными делами. Поэтому каждую неделю они посещают тюрьмы, они ходят на улицы города, они ходят в приюты для бездомных, где они первый раз в жизни иногда пробуют рассказывать людям о Боге. Цель этой практики, чтобы прежде чем они поедут на миссию, чтобы они попробовали уже рассказывать людям о Боге, пока они еще здесь. Средний возраст студентов, которые учатся в школе, где-то 22-23 года. Но каждый год почти у нас есть люди семейные, и в этом году есть семейные пары. Даже есть люди, учатся, у которых уже дети есть. И самый старший студент, который учился в нашей школе, ему было 64 года. А самый старший, который поступал, и его не приняли, ему было 75 лет. Кстати, он из Сакраменто. И когда у него поинтересовались, почему он так поздно подал свои документы, почему раньше не поступал, он просто объяснил, раньше был занят, а сейчас освободился. Поэтому мы предлагаем, чтобы вы чуть раньше подавали ваши аппликации, если вы желаете учиться в миссионерской библейской школе. Конечно, наша задача дать людям основные библейские истины, фундамент, который поможет им в молодой их жизни, в семейной жизни и в духовном развитии их личности. И мы также желаем, что когда эти люди разъедутся по своим церквам из разных штатов, из разных церквей, чтобы они также повезли вот этот огонь и благословение и были поддержкой для своих церквей оттуда, откуда они приехали. Возможно, у вас появляется вопрос, почему ехать в библейскую школу? Зачем христианское образование? Тест очень простой. Представьте себе, что завтра выйдет закон, что все школы в Калифорнии закрываются. Детские, воскресные, подростковые, университеты, колледжи. Все закрываем на 20 лет. Что будет через 20 лет? Ну, вы правильно отвечаете. Вот почему, если у нас есть возможность, если есть такая возможность, вот почему сегодня лучше. Я думаю, что it's the best investment you can make. Лучший вклад, который могут сделать молодые люди или семейные люди, где они никогда не проиграют и не провалят. В бизнесе можно иногда проиграть, но вкладывая в вечное, вкладывая в Бога, ища прежде Царствие Божие, вы об этом никогда не пожалеете. И я знаю, что оставаясь дома, даже если вы сильно хотите служить Богу больше и лучше, часто дома у многих людей full-time job, full-time college, иногда 2 jobs. И все, что осталось, то это для церкви. Если осталось. Вот почему в этом есть уникальность и привилегия людей, которые оставляют на полгода хотя бы всю свою суету, все свои заботы и приезжают, чтобы посвятить все время изучению Слова Божия и Библии. И Библия говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. Плохие друзья, компании плохо влияют. Я также верю, логично думать, что хорошее общество, здоровая атмосфера влияет на людей хорошо и положительно. Вот почему я верю, что людей изменяет только Бог. Но то, что школа помогает, я с этим согласен.
И поэтому мы вдохновляем и приглашаем вас тоже в миссионерскую библейскую школу. А сейчас давайте послушаем пение хора.